Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре. Очень приятно, что в конце учебного года вы нашли время для участия, может быть, обсуждения наших вопросов насущных. И рады, что сегодня все, кто зарегистрировался, надеюсь, что вы сегодня у наших экранов. Итак, если у вас возникнут какие-то возможные вопросы, предложения, вы можете все это писать, конечно же, в чате. Мы открыты для общения. По ходу нашего вебинара постараемся сразу вам отвечать. Ну и приступаем к работе нашего вебинара. План сегодняшнего вебинара у нас не такой большой. Это чисто информационный вебинар. Мы сначала расскажем о результатах деятельности Коми регионального представительства Ассоциации школьных библиотек русского мира, о планировании нашей работы, об изменении состава правления КРП РШБА, ну и несколько мероприятий анонсируют для школьных библиотекарей наши друзья, наши партнеры из Национальной детской библиотеки имени Маршака. И в конце уже мы также анонсируем наш конкурс республиканский заочный для школьных библиотекарей. Рада буду вам представить потом по ходу нашего вебинара наших участников. Это Елена Витальевна Гребченкова. Она расскажет про наш республиканский конкурс. Яковлева Светлана Николаевна, ведущий библиотекарь Национальной библиотеки имени Маршака. Ну и я буду вести данный вебинар, Светлана Васильевна Суркова. Все, кто знаком, я надеюсь, узнали меня, ну а кто не знаком, будем знакомы. Итак, если мы с вами будем говорить об Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, мы являемся представительством этой ассоциации. Она зарегистрирована в 2015 году и является преемницей Русской школьной библиотечной ассоциации, о которой вы все, наверное, знаете и заходите на сайт, который существует уже с 2004 года. Ассоциация представляет интересы самой большой библиотечной сети России, объединяющей свыше 45 тысяч школьных библиотекарей. И во всем мире, конечно, такие профессиональные библиотечные объединения являются главными разработчиками стратегии и тактики развития библиотек. С 2010 года на базе нашего института развития образования работает Коми региональное представительство. Ну и задачи, они как у нас стояли, так они, наверное, и остаются в неизменном виде. Это, конечно же, объединение интеллектуального и творческого потенциала школьных библиотекарей, координация и кооперация ресурсов всех наших школьных библиотек с библиотеками других систем, также взаимодействие с республиканскими организациями, структурами в целях развития школьных библиотек. Ну и очень насущное в последнее время – это сетевое взаимодействие школьных библиотекарей Республики Коми. Заседания республиканского представительства проводились и проводятся в соответствии, конечно же, с ежегодным планом работы. Регулярно проводится методическое консультирование школьных библиотекарей по различным нормативно-правовым вопросам, по вопросам аттестации школьных библиотек. И вы знаете, что ежегодно мы проводим заочные конкурсы. С 2012 года их уже прошло порядка 6-7 конкурсов заочных. О том, какой конкурс у нас будет проводиться в этом году, в 2017 году, расскажет попозже Елена Витальевна. Я не буду акцентировать. Итак, у нас в Институте развития образования разработана и ежегодно реализуется программа повышения квалификации для педагогов-библиотекарей. В этом году это тоже пройдет, курсы пройдут у нас в октябре месяце. Ну и
были разработаны в 2015 году критерии, методические рекомендации по составлению портфолио для аттестации педагогов-библиотекарей. И с прошлого года уже у нас начали аттестоваться наши педагоги-библиотекари. Есть уже первые опыты на первую категорию. Также была разработана и вынесена на обсуждение концепция развития школьных библиотек. На данный момент концепция уже утверждена. И мы ждем приказа из Министерства образования. Также создано сетевое сообщество школьных библиотек на сетевом образовательном портале Республики Коми. Называется у нас сейчас этот портал «Открытое образование Республики Коми». Таким образом, все проведенные мероприятия активными участниками Коми регионального представительства, конечно же, в первую очередь направлены на формирование библиотечной политики образовательных организаций на нашем региональном уровне. Также на информационно-методическое обеспечение в рамках реализации в ГОС, проведение профессиональных конкурсов, информационное обеспечение, и организацию сетевого взаимодействия библиотекарей учреждений образования Республики Коми. В этом году в рамках Республиканской научно-практической конференции «Реализация в ГОС как механизм инновационного развития образовательной организации» работала секция школьных библиотекарей. Это проходило в ноябре 2016 года. Проходит методическое сопровождение работы школьных библиотекарей не только на курсах школьных библиотекарей, но и индивидуальных консультациях, групповых консультациях. К счастью, еще, наверное, участвуют у нас наши школьные библиотекари в вебинарах РШБА, которые практикуют в течение учебного года проведение вот этих вебинаров, где знакомятся с стратегическими планами, с остальными серьезными документами, которые выходят на образовательном, так скажем, пространстве. Если мы будем говорить о планировании на следующий учебный год, то здесь мы можем представить это в 3 блоках. Первый блок – информационно-методическое сопровождение. Мы планируем в сентябре, в начале учебного года провести вебинар по вопросу государственной политики в области развития школьных библиотек. Также профессиональная компетентность школьного библиотекаря. Это, скорее всего, в октябре будет. Что? Да, это все будет по итогам Михайловского форума с 3 по 7 июля будет проходить 10-й юбилейный форум школьных библиотекарей всероссийский. И по итогам этого форума мы планируем проведение таких вебинаров. Конечно же, в течение всего года индивидуальное групповое консультирование будет проходить и сетевое сопровождение сообщества школьной библиотеки на портале «Открытое образование Республики Коми». Второй блок – организационно-методическое сопровождение. Здесь мы планируем запустить в конце этого месяца и в октябре закончится, я надеюсь, удачно заочный персональный конкурс для наших библиотек, посвященный году экологии. Участие в вебинарах Ассоциации школьных библиотекарей РШБА, которые проводят. Также планируется проведение заочного конкурса для библиотечных работников организации СПО. И в течение года мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество с Национальной библиотекой Республики Коми и также с Национальной детской библиотекой Республики Коми имени Маршака. Все это у нас в планах. И
На начало учебного года мы очень надеемся, что проведем мониторинг анкетирования школьных библиотек для того, чтобы узнать, каково состояние школьной библиотек у нас на начало следующего учебного года. Вот таков план работы на, скажем, конец этого учебного года и на следующий учебный год. Если мы приступаем, наверное, уже, если у вас будут какие-то предложения по плану работы, можете сразу в чате у нас писать ваши предложения. Мы все это рассмотрим. И приступаем к следующему вопросу нашего вебинара. Это, да, вообще у нас как-то с обратной связью очень плохо. Мы не видим вашей реакции. Если у нас на вебинаре живые люди, напишите, пожалуйста, слышно ли нас хорошо, как идет презентация, все ли видно. Ваши предложения мы очень ждем в течение того времени, пока мы с вами разговариваем и говорим. Да, по трансляции должен быть идти чат, вы можете там написать свои хотя бы, что слышно, видно хорошо, чтобы мы увидели, что обратная связь существует. Итак, по составу Коми регионального представительства Ассоциации школьной библиотеки русского мира у нас сложилась следующая ситуация. На конец этого учебного года получилось так, что много членов этого правления, кто-то у нас ушел на другую работу, значит, другие у нас уходят на пенсию. Школьные библиотекари у нас также еще на начало того учебного года уже как таковые тоже, можно сказать, пропали, да? И ситуация, то есть нам нужны сейчас новые члены, активные члены правления, которые могли бы на местах проводить эту такую информационную и методическую работу вместе с нами. На данный момент у нас из 7-8 членов нашего состава правления осталось в живых, в кавычках, так скажем, да, в живых 3-4 человека. Поэтому я, конечно, обращаюсь ко всем тем, кто сейчас у нас на вебинаре, для методистов, да, для тех, кто работает в управлении образования, для школьных библиотекарей. Вы можете предложить свои кандидатуры, может быть, вы кого-то выберете из самых таких активных, потому что нам нужны люди, которые инициируют какие-то интересные идеи для продолжения нашей работы. И не только, скажем, которые в городе Сыктывкаре, да, очень нужны люди с разных районов нашей республики и городов. Мы знаем, что зарегистрировались у нас из Воркуты на наш вебинар, с Ударского района, еще, по-моему, Сыктывдинского района, да. Очень ждем вашей положительной реакции на эту просьбу. Предложения вы можете писать и сейчас, прямо в чате по поводу состава правления Коми регионального представительства, но также можно выходить и на электронный адрес, который был у вас в информационном письме. Мы тоже с удовольствием примем все ваши предложения. В общем, нам нужна новая, свежая кровь. Да, новая свежая кровь. Поэтому, пожалуйста, и не только по предложению состав Коми регионального представительства, но и по предложению именно плана работы, что еще необходимо для наших школьных библиотек, для школьных библиотекарей. Так, следующий у нас там вопрос. Так, сейчас я... Так, и
И сейчас я хочу сюда пригласить для своего выступления Светлану Николаевну. Она расскажет о тех формах, методах и мероприятиях, которые предлагает школьная библиотека нашей республики, то есть как это возможно нам все вместе поработать для нашего школьного детского читателя. Пожалуйста, Светлана Николаевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность обратиться к вам. Еще раз о нашем взаимодействии, о наших гранях сотрудничества поговорить. Эта школьная библиотека для нас очень важный человек. Без школьной библиотеки, без наших общих читателей, вообще наша библиотека вообще не сможет существовать. Что толку от наших программ, проектов каких-то, если мы будем вариться в собственном соку, если мы не будем выходить вот на эту широкую аудиторию, которая есть в вашей школе, на детей, на учителей, педагогов, родителей. Наша детская библиотека, вот сейчас вы посмотрели, это, может быть, видели в прессе, это, что вот по итогам этого года она заняла 2-е место как лучшее, наверное, второе место, лучшее, как называется, среди учреждений культуры. Поэтому, конечно, вот и в ней создана такая среда, очень удобно, очень комфортно для читателей. И, конечно, мы бы очень хотели, чтобы школьные библиотеки работали хотя бы вот нам по этому направлению, как организация экскурсии. Просто очень обидно, если вот дети, вырастет поколение детей, которые ни разу не заглянуло, которые не узнало, что есть такая замечательная детская библиотека в нашем городе. Это могу сказать о том, что она у нас не только лучшая в городе, но и лучшая в республике, лучшая детская библиотека. Вот, с очень хорошим книжным фондом. Очень мы как бы наших детей интеллектуально развиваем, даем им возможность узнать о новых книгах, а тратится у нас где-то в год около 1 миллиона на комплектование, и причем мы все заняты о том, чтобы вот эти самые лучшие детские книги дошли до нашего читателя. И просто вот ребенок не пойдет сам в детскую библиотеку, его должны привести или родители, или воспитатели, или учителя. Но учителя у нас тоже вот это самое бывает так, что они не знают об этом, что есть такая библиотека. Вот проходит, вот у нее класс вырастает, это детские, они ни разу сюда не заглянули. Поэтому, конечно, вот, может быть, с этого я мало начала с экскурсии, но это очень-очень важно. Хочется, чтобы вот школьная библиотека была таким тоже как бы с нами постоянно на связи, чтобы он знал о нашей библиотеке, чтобы он пропагандировал нашу библиотеку. Сейчас это сделать очень просто, даже буквально выйти на наш сайт, сделать там скриншот, информация там вся есть, и чтобы она была в каждой вот школьной библиотеке, информация о нас, о том, чтобы учителя захотели к нам приходить. Мы не можем достучаться до каждого педагога, потому что они находятся на расстоянии от нас, Вот. А вы это можете, вы нам можете в этом помочь. И мы, конечно, будем вам за это очень благодарны. Также вот мне очень такую проблему хочется поднять выступление на родительских собраниях. Раньше нас очень часто приглашали. Может быть, и наша какая-то вина о том, что мы себя так не позиционируем, не заявляемся о том, что вот мы можем какие-то выступить на собрании. Это очень важный этап в работе с родителями. Родители тоже некоторые вот не знают, что такое детская библиотека, не знают, как это чтение организовать, как ребенка к чтению привлечь. Мы тоже очень хотим, вот, чтобы вот школьные библиотекари нам в этом помогли, чтобы они нас приглашали, чтобы они разговаривали с учителями, вот, и чтобы мы были тоже гостями и в ваших школах. Мы тоже, конечно, со своей стороны стараемся выходить, как-то организовывать свою работу и вне стен библиотеки. У нас уже много лет вот работа такой вид мероприятия, как библиодесанты. Мы стараемся бывать в отдаленных школах. Вот, в частности, в нашем городе мы выходили 26-ю и 35-ю школу, и 24-ю школу. И очень бы хотели, чтобы тоже учителя были в этом заинтересованы, учителя из школьной библиотеки, чтобы нас приглашали. Вот, мы рассказываем о нашей библиотеке, рассказываем о наших мероприятиях. Вообще, конечно, вот
не знаю, вот мы когда работаем сейчас с детьми, вот чем вот как бы наша библиотека ближе вот к этим школам нашим микрорайона, вот 12-м наша школа, русская гимназия, Пушкинская гимназия, тем дети намного знают и литературу, намного они любознательные. Чем дальше вот это школа от нас, все равно это чувствуется. Поэтому мы очень-очень хотели, чтобы и отдаленные школы, и вот обращаясь к районам, у нас есть и Прилузия, есть и Карткирос, которые тоже вот к нам иногда приезжают, иногда. Хотелось бы вот тоже, чтобы вот это ближние наши районы к нам приезжали на экскурсии, вот, чтобы деткам и вот сельским это показать, ребятишкам, наши возможности, потому что у нас все-таки республиканский уровень, да, и мы работаем на всю республику, и хочется, чтобы вот эти сельские детки тоже не были обделены, да, потому что мало ли вот бывает в городе с родителями, чтобы заходили, чтобы смотрели, чтобы занимались, вот. Вот такую работу мы как бы ведем и хотим, чтобы вы нам в этом помогали. Ну, начала я с таких как бы таких локальных, да, местных таких вот мероприятий. Вот. Но, конечно же, наша работа с вами, вот эти наши границы сотрудничества проходит и по организации каких-то программ, проектов, которые мы реализуем. Они тоже направлены на учащихся школ. И хотелось бы, чтобы вот тоже вы нам в этом помогли. Вот у нас, например, для школьников есть такая программа классная по читательскому развитию младших школьников. Есть культурно-просветительская программа «1000 кадров», это уже для подростков, по ориентационным уклонам. Есть программа «Открой потихоньку книжки страницы» по продвижению книги и чтения. У нас вот в первом полугодии мы выезжали с проектом «Книжный сундучок», это передвижная книжная выставка для детей и подростков, в Сысельскую межпоселенческую ЦБС, в Усть-Вымскую межпоселенческую ЦБС. С сентября мы планируем уже вот северный курс, это вот Усть-Вым и Нефпогост, туда выехать. Это вот проект направлен это на то, чтобы вот деткам самые лучшие книжечки показать, которые у нас есть, оставить в библиотеках детских, и чтобы вот хотелось бы, чтобы школьные библиотеки об этом знали, чтобы тоже приходили пользоваться, и выступления наших специалистов в школах этих районов. Так, хочется сказать о том, что мы проводим тоже вот очень много лет такую тоже программу, как библиотечная продленка, когда детки к нам приходят с продленки, занимаются по определенной программе. Вот, к нам вот часто наши гости это 7-я школа активно. Хотелось бы, чтобы другие школы тоже к нам присоединялись вот, по работе в этой программе. Также у нас проходит уже постоянно, в этом году был 4-й межрегиональный этап малого поэтического марафона с участием юных авторов, которые читали свои стихи. Вот тоже хочется, чтобы районы активно участвовали в этом марафоне. Ну и, конечно же, хочется сказать о том, что вот мы уже тоже больше 10 лет работаем с Почтой России. Я вот об этом конкурсе «Лучший урок письма» тоже постоянно разговариваю на наших разных семинарах по работе со школьными библиотеками. Почему-то это очень такой уникальный конкурс, он всероссийский, проходит в общем, это по всей России. И у нас Коми Республика тоже активно участвовала, особенно вот сельские районы, отдаленные районы, Ухта, Печора. Ну вот в этом году как-то нам рассказали представители Почты России, что немножко как-то этот конкурс меньше вот участников. Хотелось бы еще раз вас обратить внимание ваше на этот конкурс. Он сейчас уже как бы заканчивает в этом году, а с октября он опять стартует. Там разные номинации этого конкурса. Можно это найти на сайте Почты России или у нас, это к нам обратиться, у нас тоже мы это дублируем положение этого конкурса. И вот наша библиотека тоже, на нашей библиотеке есть конкурс, номинация, вернее, она называлась раньше «Письмо любимому писателю», а в этом году «Письмо любимому персонажу детских книг». И тоже бы хотелось, чтобы вот учащиеся ваших школ тоже принимали в нем участие. Так, и вот в этот год у нас год экологии, у нас сейчас тоже городской конкурс продолжается, экологический конкурс фотографий 4 волшебных времени года. Он проводится с 6 февраля по 10 декабря, так что еще время есть. С начала учебного года можно еще принять участие в нем. И вот хочу еще вот обратить внимание, чтобы в конце, чтобы больше запомнилось,
на 2 конкурса республиканских, которые проводятся в нашей библиотеке. Я очень кратко о них, потому что на нашем сайте в разделе конкурса, они находятся у нас справа, если кто заходит на главную страничку нашу, там все подробно, потому что как и что там положение, все указано, как можно принять в нем участие. Значит, первый конкурс, это называется он «Привет из Батландии» по творчеству писательницы нашей Татьяны Кирпиченко. Конкурс проводится 2 этапа, муниципальные и республиканские. Первый, значит, проводится на базе общеобразовательных учреждений Республики Коми и направлен на выявление лучших творческих работ. Это книжные иллюстрации по творчеству Татьяны Кирпиченко. И, значит, от каждого образовательного учреждения выбирается 4 лучшие творческие работы, и уже высылается уже второй тур республиканский. Он будет проходить 16 октября по 31 октября этого года. В общем, все подробно вы тоже можете найти на нашем сайте. И еще об одном конкурсе, он тоже республиканский. Он, значит, литературное творчество подростков. Значит, он приурочен к 75-летию со дня рождения замечательного нашего поэта, это Коми, Республики Коми, Петра Митрофановича Столповского. Называется «Дай доброты его сердечку», по его замечательной книге. Значит, и конкурс проводится, значит, 2 тоже этапа. 2 этапа. Первый – это районный этап, проводится в муниципальных детских библиотеках, так что вы туда обращайтесь к ним. Он будет в 2018 году, это я вам это сам уже таким анонсом, с 15 января 2018 года будет проходить значит, этот этап. А второй этап уже республиканский, тоже, значит, на написание, уже суть этого конкурса, написание эссе, отзыва по поводу, значит, по творчеству, по его книге «Дай доброты его сердечку». И второй же будет республиканский конкурс, будет проходить уже со 2 октября по 1 ноября 2018 года. То есть еще уже вот так вот, сроки еще очень не позволяют. А все подробности вы можете узнать на нашем сайте, на котором там будет все изложено. Уважаемые коллеги, давайте активно сотрудничать. Это предлагаю. Сейчас немножечко лето, все отдохнут, все наберутся сил, а с сентября мы активно будем участвовать. Очень хотелось бы тоже такую обратную связь. Что-то, может быть, у нас ведь есть в группе ВКонтакте мы есть, да, сейчас очень все просто. У нас есть гостевая книга на нашем сайте. Пишите. Может быть, конечно, мы тоже загружены, и мало внимания вам школьным библиотекарям, но мы всегда для вас открыты, наши сердца, наши души, так что пишите, звоните, мы всегда рады вам помочь и рады вашему сотрудничеству. Вопрос в чате. Да, пожалуйста. Так что такое копия? Какие цены на мероприятия? Цены на мероприятия. В нашей библиотеке мероприятия проводятся все бесплатно, поэтому мне очень хочется, у нас удивляются и учителя, удивляются и воспитатели, и дети даже, поэтому мы хотим, чтобы вы, как говорится, чтобы ходили к нам почаще, приходили, знакомились, приезжали, звонили. Мы всегда будем вас рады, вам рады, вам видеть вас. Вот. Да. Я говорила, что у нас будет... Да, ну вот если, конечно, вот в школу мы выходим, но это, конечно, нам очень сложно делать, поэтому вот если мы выходим, но это редко бывает, пока еще редко, то тогда уже мероприятие платное, потому что это требует определенных затрат. Там, по-моему, 100 рублей, это немного, немного, вообще по сегодняшним ценам. Так, что все, Ладно, спасибо. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Для тех, с кем не знакомы, я представлюсь. Гребченкова Елена Витальевна, заведующий отделом печатных, электронных, информационных ресурсов Республиканского института развития образования. Рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Ну и несколько вопросов, которые тоже хотелось бы осветить. Ну, во-первых, спасибо большое Светлане Николаевне за представленную информацию по библиотеке Маршака. И я думаю, что те мероприятия мы сможем организовать какую-то систему, наладить, для того, чтобы через наш институт, через ассоциацию школьных библиотекарей мы тоже могли информировать вас об этих мероприятиях. Чтобы информация поступала с разных сторон, тогда, возможно, она тоже окажется для вас более доступной. Ну и
Институт в этом году совместно с Ассоциацией школьных библиотек, с Коми региональным представительством Ассоциации школьных библиотек Русского мира тоже планирует проведение конкурса, так как у нас этот год посвящен году экологии, да, в Российской Федерации, поэтому и конкурс для школьных библиотекарей мы тоже решили посвятить этому направлению. На данный момент пока, к сожалению, да, у нас еще не совсем готовы положения и приказы по данному конкурсу. Как только они появятся, они будут, ну, я так думаю, до конца недели, возможно, вполне, они будут вывешены на сайте КРИРО, мы разместим их на сетевом портале. Я потом еще вернусь к этому вопросу, да, сетевого портала, вам покажу. И мы очень ждем вашего участия, да, вообще стараемся организовать сейчас конкурсное пространство, да, для наших школьных библиотекарей, особенно для педагогов-библиотекарей, которым необходимо проходить аттестацию, да, то есть в первую очередь с этих целей, да, помочь вам и организовать вашу работу. Ну, а конкурс, конечно, проводится с целью как раз поддержки выявления инновационного опыта работы школьных библиотекарей в республике. Ну, в этом году по экологическому воспитанию, да, в общеобразовательных организациях. Задачи конкурса, цели, задачи в положении все будут прописаны, я не буду на них останавливаться очень подробно. Да, это активизация деятельности школьного библиотекаря в сфере экологического образования, это формирование читательских интересов школьников именно по этому направлению, да, поиск новых идей, находок, содержание форм, технологий экологического образования, стимулирование профессионального развития школьного библиотекаря. Мы очень надеемся на ваше активное участие в этом конкурсе. Участниками конкурса смогут быть все школьные библиотекари республики, заведующие школьными библиотекарями, педагоги-библиотекари. Приглашаем к участию библиотекарей специальных коррекционных интернатных учреждений Республики Коми, для того, чтобы они тоже могли представить свой какой-то опыт инновационный, поделиться. И мы постараемся создать площадку для того, чтобы мы смогли этим опытом потом обмениваться и продемонстрировать их для общественности республики в целом. Так, ну, перескочила немножко, да, сроки мы планируем запустить вот в конце июня конкурс, и где-то примерно до середины октября мы будем принимать конкурсные работы. По нескольким номинациям. В этот раз мы планируем конкурс. Одна из традиционных таких номинаций, да, это методическая разработка библиотечного или внеклассного мероприятия, массового мероприятия, да, для читателей школьной библиотеки, «Экомир Республики Коми». Еще одно из направлений, которое мы тоже традиционно в конкурсы включаем последние годы, это авторское эссе «Библиотекарь, эколог, творческая личность», да, сочинение, размышления на тему экология в жизни, в работе, творчестве. Еще одно из направлений, которое у нас, по-моему, впервые, да, в этом году номинация в конкурсах, это «Мир природы в литературе», организация виртуальной выставки книжной по произведениям писателей-природоведов, юбилеи которых в этом году отмечаются. Еще одно из направлений, такое современное, да, мультимедийный проект «Природа. Твой взгляд на красоту». В различном формате мультимедийные принимаем конкурсные работы в виде фильмов, слайд-шоу, буктрейлеров, электронных ресурсов на сайте. В положении более подробно требования все, естественно, пропишем. И еще одно из направлений – это лучшая акция школьной библиотеки году экологии и году особо охраняемых природных территорий «Помоги родной природе». Для того, пусть даже у нас пока документы еще не готовы, мы их не представили, да, на сайте института, но направление мы вам озвучиваем для того, чтобы, возможно, уже могли для себя как-то определяться, в каких направлениях смогли бы принять участие, привлечь, так как у нас участвуют методисты управления образованием, да, возможно, они смогут направить своих педагогов, да, школьных библиотекарей, педагогов-библиотекарей для участия в этих конкурсах. Будем очень рады вас здесь видеть. Так, мы планируем, да, что лучшие практики из этих конкурсов мы также сможем представить. То, что я вам уже говорила, да, у нас есть теперь замечательная площадка. Сейчас я попробую ее продемонстрировать, как она у меня откроется по ссылке, которая у нас сейчас в республике уже запущена. Я думаю, возможно, кто-то с ней уже хорошо знаком. Загружается. Так, это наш портал «Открытое образование Республики Коми». Институт является одной из организаций, да, который сопровождает этот портал.
И на этом портале, ну, информация представлена различная, да, для педагогов, родителей, обучающихся. То, что нас здесь интересует, да, здесь созданы площадки для республиканских методических объединений педагогов. Вот одна из таких площадок, та, которую мы уже запускали, да, это сетевое сообщество школьных библиотекарей, просто она сейчас вот немножко поменяла у нас место расположения. Да? Теперь она находится на портале «Открытое образование Республики Коми», вкладка «Педагогам республиканские методические объединения», да, и здесь вот есть отдельная площадка «Школьная библиотека». Она у нас, конечно, еще пока в работе. У нас есть еще вопросы даже по структуре данной площадки, поэтому очень рада, если вы предложения внесете и по структуре данной площадки, возможно, добавить нужно какие-то разделы. Мы уже немножко работали здесь в предметной дискуссии, когда на площадке, да, предметной дискуссионной, когда обсуждали концепцию развития школьных библиотек. Возможно, вот уже сейчас я понимаю, что да, нам необходима какая-то площадка, которая, может быть, просто будет у нас в формате вопрос-ответ работать, да, мы готовы, если вы будете присылать сюда свои сообщения, свои вопросы, на них отвечать, ну, в рамках наших компетенций, да, если необходимо привлекать специалистов, которые нам могут здесь помочь в ответах на этих вопросов. Поэтому мы на этой площадке вас, конечно, ждем. У нас есть здесь своя методическая копилка, да, на которой мы готовы размещать ваши практики, да, для того, чтобы вы могли поделиться опытом с коллегами друг с другом. Есть площадка с инновационным опытом на самом сетевом портале, да, в которой вот по результатам конкурсов лучшие практики будут размещаться на сетевом портале. Поэтому если после участия в конкурсах у нас будут такие очень хорошие работы, да, мы их, естественно, обязательно будем туда размещать. Это уже такой широкий, достаточно республиканский, как минимум, уровень, да, размещения. Поэтому очень вас приглашаем, рекомендуем, да, для участия. Естественно, здесь вы можете найти все наши контакты. Да, сюда мы размещаем информацию, которая у нас появляется по вебинарам, которые проводит Ассоциация школьных библиотекарей русского мира. Да, наша головная организация, да, поэтому через нее мы, естественно, тоже информацию здесь будем размещать о тех новостях, которые появляются по документам новым, по нормативно-правовым актам, да, тоже вся информация у нас, скорее всего, будет размещаться на этой площадке, поэтому очень активно ждем вашу здесь вот активную такую работу и сотрудничество. Я так думаю, что предложения по составу и по планированию работы ассоциации, регионального представительства ассоциации, да, мы тоже заведем вот сюда в предметную дискуссионную площадку, и если что, поучаствовать на будущее вы тоже здесь сможете. Потому что нам очень нужны ваши предложения, уже Светлана Васильевна вам об этом говорила, да, нам необходимо обновлять состав правления, у нас там осталось очень небольшое количество участников. Так. И кроме того, ну вот, подводя немножко итоги, да, нашей сегодняшней работы, еще раз, да, напоминаю вам, что мы очень ждем ваших предложений. Я уже видела в составе участников сегодняшнего вебинара, да, методистов, Светлану Михайловну Дингис, да, и Арфению Карапетовну, с которой мы уже много работаем. Вот, наверное, еще раз персонально обращаясь, да, к вам, предлагаю войти в состав регионального представительства. Надеюсь, что мы еще свяжемся. Очень хотелось бы представителей из Воркуты видеть. Тем более, вы видите, сейчас у нас есть возможности общаться, да, расстояние нам для этого не мешают. То есть видеоконференцию мы можем организовать и таким образом, что мы все друг друга будем видеть. Да, поэтому проводить заседания правлений, даже если вы находитесь в другом районе, в общем-то, сейчас не составляет труда. Да, для этого технические возможности у нас есть. А свежие идеи ваши нам, конечно, тоже очень нужны. Да, и для того, чтобы работа это все-таки была такая республиканская, да, и все в ней могли принимать участие. Так, ну и наши контакты останутся здесь в презентации. У нас на сайте института есть замечательная вкладка, там сейчас прям сразу наверху, да, видеозал. Запись сегодняшнего вебинара в этом видеозале можно будет потом просмотреть даже после его окончания. Соответственно, если какие-то вопросы, какие контакты нужно найти, все там будет представлено, можно их найти.
очень хотелось бы, чтобы, да, хотя бы немножко в чате хоть какая-то была реакция, да, потому что очень тяжело, понимаю, что, в общем-то, вижу, что вышли на трансляцию, да, но не очень вижу всех участников, да, поэтому какую-то обратную связь все-таки хочется видеть. Ну, ждем ваших, если не в чате, то, по крайней мере, ваших предложений, ваших пожеланий на адрес электронной почты, на площадку. Возможно, кто-то еще пока имеет возможность, да, зарегистрироваться. Да, напоминаем, что в этом году с 3 по 7 июля на базе Пушкинского заповедника Михайловская, да, Пушкинские горы Псковской области, пройдет 10-й юбилейный Всероссийский форум школьных библиотекарей Михайловская 2017, да, и где будут работать секции круглые столы, дискуссионные площадки. Вот как так традиционно получается, что от нашего региона представителей, как правило, там очень немного. Поэтому, если у кого-то будет возможность, да, еще присоединиться к этому форуму, мы вам тоже очень, в общем-то, рекомендуем. Было бы хорошо, чтобы можно было участие организовать не одного представителя от республики, да, хотя бы нескольких человек. Ну, вся информация по форуму, естественно, которая у нас будет, мы потом ее тоже разместим на площадке, на открытом образовательном портале, на сайте института. То есть все возможные ресурсы, конечно, мы задействуем. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо, что сегодня были с нами. Надеемся на очень плодотворное дальнейшее сотрудничество. Очень ждем ваших пожеланий. Еще раз к этому возвращаюсь. Спасибо большое.